В лесах Коми с 13 июля и до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации. Для тушения лесных пожаров привлекается местное население. Городская администрация проводит работу по формированию отрядов добровольцев. Со всеми волонтерами заключаются договоры гражданско-правового характера. По итогам работы предполагаются денежные выплаты. В Инте ведется набор добровольцев на борьбу с возможными лесными пожарами. По предварительным прогнозам, это лето обещает быть теплым и сухим. Администрация города предлагает всем желающим мужчинам стать добровольцами-волонтерами для привлечения к возможному тушению лесных пожаров в 2022 году. С гражданами заключаются договора гражданско-правового характера на тушение лесных пожаров с привлечением не более 3 суток по 12 часов. В 2021 году размер выплат составил с питанием 8500, без питания 10 тысяч рублей. Как будет на этот год, я так думаю, что будет повышение. Принять участие, записаться можно, обратившись в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности. Опыт привлечения горожан в тушении лесных пожаров уже был. В 2017 году интинские леса горели страшно. Тогда без помощи волонтеров обойтись не смогли. В отдельные годы с высоким уровнем горимости лесов количество привлеченных к тушению физических лиц по региону достигало 4000 человек. Погода стоит сухая, жаркая. Это уже 5 класс пожарной опасности. Это чрезвычайная пожарная опасность. Хотя обычно всегда июнь холодный, дождливый. Но такой же прогнозируется июль месяц. Горимый всегда июль. Не столько страшна жара и ветер, сколько сухие грозы. В июле, в середине июля всегда идут сухие грозы. Очень часто. Пойдут сухие грозы, пойдет волна пожаров. И захватит. У нас более горимые это Ижемский, Устинский, Печорский. Инта меньше всего горит, но может и захватить Инту. Добровольцы на тушение пожара будут привлекаться по мере и в случае необходимости. Данная работа доступна после заключения договора гражданско-правового характера с Коми лесопожарным центром. В соответствии с документом оснащение инвентарем, продуктами питания, полевым имуществом, а также выполнение норм по охране труда будет являться обязательством исполнителя. Привлекаем на основании договоров гражданско-правового характера, то есть расценка будет определена за час работы. По тушению пожара. Не час работы, не пребывания на пожаре, а именно за тушение пожара. То есть пребывать люди могут более суток, а работать, грубо сказать, 2-3 часа. Вот это. И поэтому также договора заключаются или с питанием, или без питания. То есть если с питанием расценка меньше, но мы должны обеспечить сухпайком. Без питания расценка, естественно, выше. Добровольцы должны быть все-таки одеты соответствующим образом, соответствующая обувь и при себе иметь шансовый инструмент, то есть лопата. Лопата, топор. Записаться в ряды добровольцев в борьбе с огнем можно в Управлении по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности, кабинет 125 администрации округа. Консультации по данному вопросу можно получить по телефону 628 41.